Эхо-история, отраженная в музыкальных ритмах, звучит в Австрии и Швейцарии. В этих торжествах особо ярко проявляется международное сотрудничество, где известные российские музыканты Адам и Дали Гуцериевы делятся красотой своего творчества с европейской публикой. Подробности в материале. Австрия в этом году погружена в волну памятных дат, отмечая важные вехи своей истории и культуры. Эхом отдаются 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, события, перекроившего карту Европы. И словно яркий аккорд звучит 60-летний юбилей легендарного мюзикла «Звуки музыки», действие которого разворачивается на фоне тех же мрачных событий. Кульминацией юбилейных торжеств стало международное музыкальное сотрудничество. В прошлом году лауреатами престижного конкурса «Гранд-приз Виртуиз» в Зальцбурге стали российские музыканты, пианист Адам Гуцериев и виолончелистка Дали Гуцериева. Произведения выбирали коллективно, всем коллективом. Решали, что будет наиболее логично сыграть. Интересно было играть, потому что это символически, то, что это место, где он снимался. Это очередной, интересный опыт. Всегда интересно выступать там, где ты раньше не выступал никогда. Это прекрасное место, я так счастлива, что я здесь выступила. Это ведь город Моцарта. Знаете, здесь настолько красиво, здесь просто нет ни одного изъяна. Здесь все прекрасно, здесь прекрасен вид, здесь прекрасен зал. Я в таком эстетическом восторге, и я, и мой брат, и все остальные. Играть здесь сплошное удовольствие. Я надеюсь, что я здесь еще сыграю много концертов. Нашим музыкантам выпала честь исполнить главную тему звуков музыки на торжественном концерте во дворце Леопольдскорн, где разворачивались ключевые сцены мюзикла. Этот символический мост соединил историю, культуру и современную интерпретацию вечных ценностей. Выступление прошло в рамках Зальцбургского фестиваля, музыкального форума, который с 1877 года чествует гений Моцарта и собирает лучших исполнителей академической музыки и музыкально-театральных спектаклей со всего мира. Это был великолепный концерт. Я обожаю Моцарта, и мне очень понравилось. Он сам играет на фортепиано, так что знает, о чем говорит. Так здорово, что и брат, и сестра являются такими великолепными музыкантами. Мы заметили, что несмотря на то, что они довольно молоды, они потрясающе владеют своими инструментами. Мы сегодня получили большое удовольствие от концерта, и особенно от исполнения на бис произведения из звуков музыки. Параллельно швейцарский Цюрих живет в унисон классической музыкой. Город ежегодно принимает музыкальные фестивали и конкурсы, в том числе смотр оркестров, объединяющий до 4000 музыкантов. Цюрих стал пристанищем для легендарного Рихарда Вагнера. Здесь, на пересечении истории музыки и романтики, рождаются уникальные культурные сочетания, такие как совместный концерт российских музыкантов Адама и Дали Гуцериевых с солистами английского королевского ансамбля Ковент-Гардена. В некотором смысле я вдохновил всех на эту идею – собраться и выступить в формате квартета. Я считаю, что камерная музыка – это в целом основа для создания музыки. Когда я сочинял для Дали Гуцериевой музыкальные произведения несколько лет назад, мы еще не были хорошо знакомы. Но я посмотрел ее выступление и понял, что по технике исполнения у меня нет ограничений. Я думаю, что всем понравилось наше музыкальное взаимодействие. На таких выступлениях
понимаешь, насколько разные грани бывают у музыки. Да, это мое первое выступление здесь, вообще первый раз, когда я в Швейцарии, и сказать, что здесь красиво, это ничего не сказать. И здесь просто потрясающая публика, теплая, такая приветливая, и зал потрясающий, потрясающий звук. В общем, не только я в восторге, но и мой брат, и остальные музыканты, мы все. Планы выступления в Европе еще, Прага, например, выступления в Дубае, вообще в Арабских Эмиратах. Много чего в планах, но самое главное, что меня волнует, это учеба, конечно. Для искушенной швейцарской публики прозвучали произведения Брамса и Моцарта. Музыка лилась, словно свежий горный ручей, лаская слух аудитории. Я впечатлен тем фактом, что они уже достигли такого уровня исполнения в этом возрасте. Я подпишусь на них и буду наблюдать за развитием их карьеры. Я в полном восторге. Меня очень сильно ввпечатлило то, как музыканты звучали вместе, исполняя потрясающую музыку. Меня удивило то, когда Дали играла по памяти первое произведение. Было видно, как она погружена в музыку. Иногда бывает сложно привнести эмоциональность через игру на фортепиано, но Адаму сегодня это однозначно удалось. Напомним, что Адам Гуцериев родился в 2005 году. Он студент Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Музыкальную карьеру начал в 5 лет. Уже в 11 победил на 7-м международном конкурсе молодых пианистов Амигдала в Италии. Он неоднократный победитель и лауреат престижных международных конкурсов, среди которых Manchester Music Competition, Великобритания, Фанни Мендельсон International Competition, Германия, Один, Дания, музыкальный конкурс в Париже и другие. Адам Гуцериев регулярно гастролирует за рубежом. Он выступал на концертных площадках Франции, Италии, Бельгии, Латвии и других стран. Имеет опыт сольных выступлений с ведущими оркестрами и дирижерами мира. Адам Гуцериев не просто пианист, он мыслитель, чье понимание музыки выходит далеко за рамки нотной грамоты. В каждом произведении он раскрывает глубокий смысл, демонстрируя интеллектуальную мощь и утонченное чувство стиля. Дали Гуцериева родилась в 1999 году. Она выпускница аспирантуры Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. Музыкой стала заниматься с 6 лет. Дали победитель и лауреат многих авторитетных музыкальных конкурсов. Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, в котором она одержала свою первую победу. В настоящее время входит в состав жюри этого конкурса. А также победитель международного конкурса в Манчестере, American Virtuoso в Нью-Йорке, международного конкурса в Токио, международного конкурса Один, Дания, международного конкурса струнных инструментов Айсшима в Японии. Игра Дали Гуцериевой – это свет и тень, тишина и буря, нежность и сила. Она рисует музыкальные картины, пленяющие своей красотой и глубиной. Пересекая границы и покоряя сердца, яркое и вдохновенное творчество Адама и Дали Гуцериевых – лучшее подтверждение тому, что классическая музыка стирает границы, объединяет сердца и наполняет мир красотой. Обращаем ваше внимание на то, что в субботу, 6 сентября в 21:20 в эфире нашего канала вы сможете увидеть концерт Адама и Дали Гуцериевых и насладиться красотой классической музыки.